Здравствуйте, в студии Руфина Мукминова. Время реальной экономики. Уже далеко не новая коронавирусная инфекция не сдает свои позиции. И неважно, говорим мы об экономике, политике, энергетике, пандемия затронула абсолютно все области жизнедеятельности человека. Если быть точнее, ковид полностью поменял нашу с вами жизнь. Татарстан не продлил режим нерабочих дней, но ужесточил антиковидные ограничения. К уже известным правилам посещения общественных мест и торговых центров добавились и требования наличия QR-кода для проезда в общественном транспорте и пребывания в вузах. Все эти нововведения в первую очередь ударили по предпринимателям. Власти Татарстана продолжают разрабатывать программы поддержки малого и среднего бизнеса. Возобновляются федеральные программы грантов и программа Фонда оплаты труда 3.0, направленные на помощь предпринимателям и социально ориентированным некоммерческим организациям. В 2021 году в Татарстане на господдержку малого и среднего предпринимательства направлено 1,2 миллиарда рублей. А с учетом имеющейся капитализации подведомственных Минэкономики структур общая сумма финансовой помощи составляет 3,56 миллиарда рублей. Сегодня в нашей программе мы поговорим о том, как государство и банки в единой связке продолжают поддерживать бизнес и население. Смотрите в этом выпуске. Протянем руку помощи. Как работают новые программы поддержки предпринимателей? Гарантии для бизнеса или как свести к минимуму финансовые риски? Что могут предложить бизнесу ведущие банки Татарстана? Безналичный мир или банк в кармане у каждого? Плюсы и минусы новой постпандемической реальности. В условиях антиковидных ограничений пандемия наносит серьезный удар по бизнесу, поэтому на первый план выходит помощь предпринимателям из наиболее пострадавших отраслей. С 1 ноября реализуются следующие программы поддержки предпринимательства. По программе грантов для поддержки пострадавших предпринимателей России выделено 38,5 миллиарда рублей. Каждый заявитель получит компенсацию в размере 1 МРОТ – 12 792 рубля на каждого сотрудника. При условии отсутствия долгов по налогам на 1 июля 2021 года. Причем предприниматели и НКО однократно освободят от налога на доходы по этому гранту, а сотрудников от выплаты подоходного налога с этих средств. В программе грантов могут участвовать предприниматели из пострадавших отраслей по 21 виду деятельности. Проверить возможность получения гранта каждый предприниматель сможет самостоятельно по ИНН на сайте Федеральной налоговой службы. Еще одна федеральная мера поддержки – программа льготного кредитования под 3%, так называемая ФОТ 3.0. Прием заявок продлен до 30 декабря 2021 года. Кредиты сроком на 1,5 года предоставляются при условии сохранения не менее 90% численности работников. Размер займа – 1 МРОТ на каждого сотрудника за отчетный период. Первые полгода можно не платить по программе, далее равными долями с учетом процентов. Претендовать на льготные кредиты могут 8626 предприятий и организаций республики. В программу ФОТ 3.0 вошли 17 видов деятельности. Это кинотеатры, выставочные центры, музеи, зоопарки и так далее. Учитывая условия федеральных программ, в том числе их адресность для пострадавших категорий предпринимательской деятельности, на республиканском уровне дополнительно принято решение поддержать неохваченные категории бизнеса, в основном это торговля. Министерством экономики возобновлена выдача микрозайма 1%, который продемонстрировал высокий спрос в 2020 году. Заем предоставляется на сумму от 300 тысяч рублей до 1 миллиона на любые обоснованные цели под 1% годовых. Главное условие – сохранение 90% численности рабочих мест. Срок кредитования от 3 до 24 месяцев. Для помощи самозанятым изменены условия специализированного продукта «Микрозайм самозанятые». Так, ранее на льготное финансирование могли претендовать физические лица, зарегистрированные в качестве плательщиков налога на профессиональный доход не менее чем за 6 месяцев до этого. С 1 ноября 2021 года срок регистрации составляет от 1 месяца. Остальные условия без изменений. Заем от 50 до 500 тысяч рублей берется более чем на 2 года по ставке от половины ключевого значения банка до 5,5% годовых на любые предпринимательские потребности. Возможно, отсрочка выплаты основного долга до 6 месяцев.
Также гарантийный фонд республики запустил 2 специальных льготных продукта для предпринимателей, чья деятельность ограничена постановлением Кабинета министров Республики Татарстан от 19 марта 2020 года. Первый продукт – программа «Поддержка-2021». Максимальная сумма поручительства гарантийного фонда составляет до 50 миллионов рублей. Ставка вознаграждения фонду по данному проекту снижена в 2 раза до 0,5%. Предусмотрена возможность отсрочки уплаты вознаграждения на 6 месяцев. Второй продукт предусмотрен для тех предпринимателей, кто по какой-либо причине не может осуществить выплаты по кредитным договорам. Гарантийная программа «Реструктуризация» позволяет реструктуризировать задолженность. Все эти программы говорят о том, что государство действительно как никогда старается помочь бизнесу, ведь предпринимательство остается одним из локомотивов экономики. Как этот локомотив движется сегодня, расскажет наш следующий сюжет. В условиях новых ковид-ограничений властям приходится спасать бизнес, который терпит убытки из-за мер, призванных улучшить эпидемиологическую обстановку. Ни для кого не секрет, что после введения QR-кодов снизилась посещаемость торговых центров и заведений общепита. Как следствие, падают трафик и выручка, а бизнес оказывается в состоянии затяжной и мучительной гибели. Плюс ко всему, нерабочая неделя, введенная с 30 октября по 7 ноября, стала для предпринимателей тяжелым ударом. Для смягчения его на федеральном уровне и в республике разработан пакет мер поддержки предпринимателей. В связи с введенными ограничениями, в соответствии с указом президента Российской Федерации, правительством России были разработаны федеральные программы поддержки бизнеса, которые направлены на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства, то есть пострадавших отраслей и социально ориентированных некоммерческих организаций, включенных в реестры Министерства экономического развития Российской Федерации. Это 2 программы. Первая программа – это субсидия на нерабочие дни, и вторая программа – это льготные кредитования по 3% годовых, так называемая программа ФОД 3.0. По подсчетам экспертов, потери бизнеса в период нерабочих дней в целом по России составили около 60 миллиардов рублей. Правительство утвердило 2 основные меры поддержки – гранты и возобновление программы льготных кредитов ФОД.3, которая действовала в марте-июле текущего года и отлично себя показала. Гранты – это единовременные выплаты из расчета 1 МРОТ 12 792 рубля на одного сотрудника. В списке отраслей, представители которых могут получить грант, 21 позиция, в том числе физкультурно-оздоровительные услуги, дополнительное образование для детей и взрослых, деятельность зоопарков, кинотеатров, развлекательных учреждений, музеев, стоматологических кабинетов, парикмахерских и салонов красоты. Выплата грантов позволит поддержать около 3 миллионов работников по всей стране. Общий объем финансовой помощи составит 38,5 миллиарда рублей. Следующая мера поддержки, запущенная на федеральном уровне, возобновленная программа кредитной поддержки ФОД 3.0 для предприятий и организаций из наиболее пострадавших отраслей. По программе можно получить льготный кредит по 3% годовых. Сумма кредита будет предоставляться из расчета 1 МРОТ на каждого сотрудника, умноженный на 12 месяцев. В первые полгода можно ничего не платить, ни процентов, ни основного долга, а после, в течение 12 месяцев, погашать заем равными долями по ставке 3% годовых. У компаний, которые получат займы, будет обязанность сохранить 90% персонала. В случае нарушения им придется обслуживать кредит по рыночной ставке. По этой программе на поддержку бизнеса правительством выделено 22 миллиарда рублей. Старт программы с 1 ноября текущего года. Заявки подаются до 15 декабря текущего года. Заявку можно подать либо через личный кабинет налогоплательщика, юридического лица или индивидуального предпринимателя, либо заполнив на сайте Федеральной налоговой службы, распечатав и направив по телекоммуникационным каналам связи, либо по почте. Субсидия предоставляется в течение 5-8 рабочих дней. Проверить свое соответствие на данную программу можно на сайте Федеральной налоговой службы путем заполнения своего ИНН. Система ФНС автоматически просчитает соответствие заявителя условиям программы. Ну, а дальше уже можно, соответственно, подавать заявку. Предпринимателям, которых не касается федеральной меры поддержки, окажут помощь на республиканском уровне. Власти запускают микрозаем под 1%, который оказался востребованным еще в 2020 году. Вместе с этим те, кто оформил его раньше, получат отсрочку на погашение. Министерство экономики Республики Татарстан, конечно же, прежде чем придумывать какие-то программы, конечно же, спрашивает бизнес, что ему нужно. И все меры поддержки, которые оказывает фонд поддержки,
поддержки, либо гарантийный фонд, либо ГКУ ЦРПП, все подведы Министерства экономики. То есть, прежде всего мы спрашиваем у бизнеса, что вам нужно и какой у вас запрос. И в зависимости от запроса бизнеса мы уже разрабатываем те или иные программы, да, вот, например, как случилось у нас с микрозаймом 1%. Когда мы проводили опрос, да, вот этот вот кризис, такой накал страстей, и предприниматели сказали: возобновите, пожалуйста, программу 1%. Она у нас была в прошлом году, достаточно высокий спрос был, больше 250 предпринимателей, больше чем на 300 миллионов рублей получили у нас микрозаймы, и, соответственно, они сказали: возобновите эту программу. Конечно же, мы услышали бизнес, возобновили эту программу. Как мы уже говорили, этот инструмент уже был опробован в 2020 году. Его получили 254 предприятия, почти на 300 миллионов рублей. Для получения микрозайма нужно обратиться в Фонд поддержки предпринимательства, подведомственный Минэкономики Республики Татарстан. Сумма займа от 300 до 1 миллиона рублей. Он будет выдаваться на любые обоснованные заемщиками цели под 1% годовых при условии сохранения 90% численности рабочих мест. Когда мы разрабатываем какие-то продукты, мы думаем о том, как предприниматель будет получать эти услуги. Да? Мы стараемся проходить по всем услугам путь клиента. Вот, и условно, если предприниматель хочет получить, например, микрозаем 1%, ему достаточно зайти на портал fasttrack.rf, зарегистрировать свой личный кабинет и подать заявку там. Еще одна подведомственная Министерству экономики организация «Гарантийный фонд» также активно поддерживает предпринимателей. По запросу бизнеса в период ограничений были запущены 2 новых продукта. Прежде всего, это продукт «Поддержка 2021». Его условиями является это максимальная сумма поручительства до 50 миллионов рублей. Также нами снижено в 2 раза по сравнению со стандартным продуктом снижение нашего вознаграждения до 0,5%. А также предусмотрена отсрочка по уплате вознаграждения на срок 6 месяцев. Второй льготный продукт, называется он «Реструктуризация». Данный продукт разработан для тех предпринимателей, которые по какой-то либо причине не могут обслуживать свои данные кредитные или кредитные договора. Кроме того, с поддержкой фонда представители бизнеса в любых отраслях могут получить кредиты в банках, лизинговых компаниях в тех случаях, когда у них не хватает собственного залогового обеспечения. Гарантийный фонд Республики Татарстан выступает поручителем кредитов на сумму до 50 миллионов рублей. Помогает в снижении кредитной ставки на 2-3%, оказывает помощь в выборе того или иного банковского продукта. Ильдар Саляхов взаимодействует с гарантийным фондом с 2019 года. 2 года совместной работы помогли агропромышленной компании выйти на международный рынок. Знал, что на Европу много отгружается товара с России. Начал узнавать, начал читать. Потом уже узнал как раз-таки фонд поддержки предпринимательства, торгово-промышленная палата, гарантийный фонд, то, что есть такие программы, могут помочь в этом. Надо обращаться, узнавать, помощь реальная. Мы уже неоднократно это поняли. Мы работаем очень сильно с ними, они нас знают, мы их хорошо знаем. Поэтому всем, кто еще думает, я предлагаю идти просто в фонд поддержки, в гарантийный фонд, в тот же торгово-промышленную палату. Все подскажут, объяснят и помогут. Для расширения рынков сбыта власти Татарстана помогают бизнесу и нефинансовыми инструментами. На регулярной основе в Фонде поддержки предпринимательства проводятся лекции и семинары. Эксперты делятся практическими знаниями. Татарстанским предпринимателям готовы помочь с выходом на международные маркетплейсы. Очень интересная оказалась и полезная программа. То есть узнали очень много об экспорте, и в принципе это интересно развиваться. И сейчас, оказывается, достаточно серьезно все упростилось, и в принципе, я думаю, то есть это будет полезно. То есть можно начать заниматься, и в принципе понятны первые шаги даже. Какие меры поддержки самые популярные? Это бесплатное размещение на международных маркетплейсах зарубежных. Бесплатно размещают, бесплатно обучают, бесплатно рассказывают, как правильно заполнить профиль, товарную карточку, как лучше ее преподнести, чтобы этот продукт купили. Далее, софинансирование затрат на сертификацию. Мы понимаем, что у нас есть продукция, которая соответствует требованиям российского рынка, сертификат ЕАЭС. Это не всегда означает, что мы можем спокойно наш продукт начать продавать за рубежом. Да, у бизнеса сейчас непростое время, но и поддержка предпринимателей со стороны властей чувствуется как никогда. Подробнее узнать об условиях всех программ можно по телефону горячей линии Фонда поддержки предпринимательства 524 90 90.
Адаптация российского бизнеса к новым условиям все еще продолжается. Можно сказать, что на фоне существующей сейчас неопределенности она превращается в постоянный процесс. Стоит при этом заметить, для определенных направлений предпринимательства пандемия создала благоприятные условия для развития. Речь в первую очередь идет об IT-секторе, который благодаря тренду на ускорение цифровизации в большинстве случаев смог серьезно нарастить объемы, расширить географию присутствия, открыть новые направления. Коснулось это и банковского бизнеса. Главными трендами развития банков стали ориентированность на удаленные услуги, выгодные тарифы и высокий сервис, предлагаемый клиентам. О тех возможностях, которые может нам предложить один из ведущих банков Татарстана, расскажем прямо сейчас. Только мы говорили о подъеме деловой активности, как снова отмечается ее спад. В этой непростой ситуации Татарстан на фоне многих других регионов страны продолжает оставаться не только экономически стабильным, но и развивающимся регионом. Бизнес продолжает работать, а правительство помогать производителям. Большую роль в поддержке бизнеса играет создание комфортных условий банковского обслуживания. Комплексный подход предлагает банк «Аверс», в линейке которого представлены все банковские продукты для развития бизнеса. Вот уже более 30 лет банк сотрудничает с предприятиями из реального сектора экономики. Крупнейшие нефтехимические, нефтеперерабатывающие производства выбирают этот банк, потому что многолетний опыт сотрудничества доказывает, банк «Аверс» – один из самых надежных и безопасных банков Татарстана. Так, к примеру, фонд прямых инвестиций благодаря партнерству с «Аверсом» вывел на татарстанский рынок более 20 предприятий. Вспомним, как в одном из эфиров нашей программы управляющий партнер фонда Руслан Халилов делился секретами своего успеха. Конечно, ни один фонд прямых инвестиций без финансовых инструментов жить не сможет, и без таких хороших финансовых партнеров, как вот у нас банк «Аверс». Мы с момента своего основания пользуемся всеми проектами банка «Аверс». Практически мы являемся их корпоративными партнерами на протяжении всего этого времени. Мы обслуживаемся у них. Ну и, в общем-то, мы всем довольны, потому что мы благодаря им реализуем порой сложные проекты, которые уходят достаточно большое количество времени на переговоры о кредитовании, но за эти годы мы нашли общий язык, и у нас, слава богу, все хорошо получается, и банк «Аверс» всегда принимает участие, охотно выслушивает нас по новым проектам, по нашим новым идеям, куда мы приходим с нашими авторами. Для корпоративных клиентов банк «Аверс» предлагает полный комплекс банковских услуг: кредитование, банковские гарантии, расчетно-кассовое обслуживание, зарплатные проекты и многое другое. Для банка важен индивидуальный подход к каждому клиенту, поэтому специалисты всегда готовы рассмотреть особые условия предоставления услуг. Банк «Аверс» предлагает своим клиентам расчетно-кассовое обслуживание и возможность эффективно размещать свободные денежные средства, в том числе открытие специального расчетного счета для застройщиков жилья. Тарифная политика расчетно-кассового обслуживания юридических лиц учитывает индивидуальные потребности клиентов. Банк также оказывает услуги внешнеэкономической деятельности. Это валютные банковские переводы по системе SWIFT, обслуживание расчетов по контрактам в рублях и иностранной валюте, покупку-продажи иностранной валюты, конверсионные операции, расчеты с помощью аккредитивов. Завод «Волжанин» выбирал этот банк как надежный, как уже долго существующий на рынке. Соответственно, что подтверждаются кредитные рейтинги различных организаций, которые эти рейтинги составляют. Опять же, широтой спектра тех финансовых услуг, которые оказывает банк. Соответственно, и то взаимодействие по времени, вот сейчас 12 лет, уже 13-й пошел, как «Волжанин» и банк «Аверс» вместе находятся во взаимовыгодном сотрудничестве, доказывают, что этот выбор был не случайен, и наши, скажем так, пути, они не расходятся, а наоборот сходятся, и во многих вопросах по какому-то кредитованию выгодам и так далее банк нам помогает и достаточно оперативно все решает. Банк «Аверс» заботится о клиентах, поэтому постоянно расширяет предложения. Теперь для бизнеса доступна услуга «Таможенная карта». Это виртуальная карта для уплаты таможенных пошлин, налогов, сборов, пени, штрафов и других платежей, которые взимаются таможенными органами. Банк «Аверс» предлагает таможенную карту с отсутствием авансирования таможенных платежей. При этом клиент осуществляет платежи дистанционно и получает информацию о состоянии лицензии
лицевых счетов в таможенных органах день в день. Карта позволяет сократить срок оформления, а за платежами и остатком на банковском счете можно следить в режиме реального времени. Клиент получает постоянный онлайн-контроль и безопасность расчетов. Переводы осуществляются только на счета таможенных органов в федеральном казначействе, поэтому остальные платежи автоматически блокируются. В числе востребованных услуг банка предоставление бизнесу банковских гарантий. Это надежный инструмент, который обеспечивает обязательства клиента перед третьими лицами по коммерческим сделкам, в том числе по исполнению норм налогового и таможенного кодексов. Банк Аверс предлагает клиентам все виды банковских гарантий: гарантию исполнения контрактных обязательств, возврат суммы авансового платежа, тендерную гарантию, гарантию в пользу таможенных органов, гарантию возмещения НДС и использует факторинг при работе с крупными покупателями продукции предприятий группы компании ТАИФ. Наш банк-партнер – это банк Аверс. Мы с ним уже давно сотрудничаем, наверное, начиная с открытия индустриального парка М7. Также мы выработали определенные схемы взаимодействия по получению кредитных денежных средств под постройку производственных площадей. Определенные есть программы, и банк Аверс уже знает нашу площадку, наши земли, легко забирает это все в залог, выдает кредиты, приходит резидент, строится, все это в кратчайшие сроки происходит. В этом году для удобства клиентов банк запустил отдельный сервис Аверс Бизнес. В новом приложении можно дистанционно визировать платежные поручения, обмениваться сообщениями с банком, просматривать детальную информацию о проведенных операциях, входящем и исходящем остатках круглосуточно, где бы вы ни находились. Это значительно экономит главный ресурс предпринимателей – время. В этом году нас перевели на новую платформу банковского обслуживания Аверс Бизнес, кажется, она называется. Вот нам очень нравится, там есть мобильный банк, который можно использовать на телефоне и получать выписки, информацию по счетам. Вот в дальнейшем мне сказали, что будет развиваться этот мобильный банк. Сегодня банк Аверс среди банков Татарстана стабильно входит в число самых прибыльных банков Республики Татарстан и занимает второе место по размеру активов, кредитного портфеля, уставного капитала среди банков республики. На 1 ноября 2021 года активы банка превысили 145,38 миллиардов рублей. Прибыль достигла 1,71 миллиарда рублей. Устойчивость и надежность банка Аверс ежегодно подтверждаются высокими рейтинговыми оценками по национальной и международной шкале. В июле 2021 года международное агентство Fitch Ratings подтвердило рейтинг банка Аверс на уровне BB со стабильным прогнозом. В августе текущего года агентство Акра подтвердило рейтинг кредитоспособности банку Аверс на уровне АРУ со стабильным прогнозом. Полученный банком кредитный рейтинг – самый высокий показатель среди татарстанских банков. Также в марте 2021 года банк Аверс в очередной раз вошел в рейтинг 100 надежных российских банков по версии журнала Forbes. Это все, что мы хотели вам рассказать. Увидимся ровно через неделю на телеканале «Новый век». Всех благ вам и до свидания.